У нас 2 раунда сегодня-завтра. Каждый будет приблизительно по 5 часов. За такое время, конечно, человек проголодается и можно умереть от жажды. Поэтому, если у меня, 2 банана обязательно. Гольф – это чуть ли не единственный вид спорта, где есть во время игры можно и нужно, ведь впереди 10-часовой турнир. 14-летний Илья – самый молодой гольфист на первенстве республики. С 7 лет он осваивает поля Свияжска. Занятия стимулировал мой отец. Он видел, что мне это нравится, мне это очень увлекательно. Он сказал, почему бы не пробовать и заниматься. На эти холмы в этом году впервые забрались казахстанские спортсмены. Говорят, были наслышаны о татарстанских полях. Чемпионы намерены и здесь стать победителями. До этого мои друзья-спортсмены года 4 назад приезжали в Казань, сказали, что здесь очень классные поля. Это самые сложные поля, на которых они играли, а опыта у них довольно много, я поверил. Вчера прошел тренировочный день, я в этом убедился. Татарстанские холмы оказались коварными для игроков. У кого-то мяч попадал в песчаные зоны, у других он вовсе терялся в кустах. Я ударил оттуда временный мяч, я не нашел, я буду продолжать временный мяч со штрафом. Удар. Расстроились? Это гольф, не очень расстроился. Еще 18 лунок впереди. В этом году за титул лучшего гольфиста поборются 27 участников. Турнир обретает популярность, хотя спорт остается в списке элитарных. Данный вид спорта, он, так скажем, не всем доступен. Сейчас наша республика и в целом гольф-клуб Свияжские холмы делают все, чтобы привлечь, чтобы, так скажем, уже молодежь тоже привлекалась к этому. Молодежь серьезная, так стартует хорошо. Они прям видно, что казахстанские ребята там приехали не на шутку. 18 лунок за 10 часов – это только за один день чемпионата. Останется ли кубок в Казани или пересечет границу, будет понятно уже завтра. Игроков ждет завершающая 10-часовая игра. Альбина Минибаева, Амир Залишев, ТНВ, Верхнослонский район.